Здравствуйте! Программа «Суть дела» в эфире Абхазского телевидения. До Нового года осталось немного времени, поэтому сегодня мы выходим в необычном формате. Мы подведем итоги и вместе с вами вспомним, что же интересного было в наших программах. Чем больше люди будут зарабатывать, чем предпринимательская деятельность будет активнее осуществляться, тем легче будет работать и налоговикам. Все равно мы все по крови, менталитет. Мы не потеряли, слава Богу. Наша тяжелая история, да, и война, она немножко зафиксировала вот ощущение в нашем обществе жертвы. У нас проблемы с первичным учетом на территории Республики Абхазия. Ну, к сожалению, во многих сферах, но тем не менее движение идет вперед. Наша при всей своей незначительности размеров обладает фантастическим разнообразием таких явлений, как водные источники разного типа. Мы попытались вам рассказать о причинах конкретной проблемы, дать комментарии и мнения. В Абхазии можно на сегодняшний день застраховать абсолютно все. Это удобно? Знаете, пока еще не сталкивался, честно. Потому что говорят, что если авария, то потом трудно деньги убивать очень. Если человек реально поймет, что это приносит пользу, он заплатит. Мы же находим каждую субботу, воскресенье там на 4-5 свадеб пойти. Я думаю, смотря сколько платить и какая отдача от этого будет гражданам. Но я думаю, нужно начинать сперва с медицинского страхования, а потом уже дальше думать. И подводя итог нашей беседы, какова выгода государства от этого? Ну, выгода от этого государства, во-первых, в бюджет будут большие поступления. За 2017 год около 30 выпусков программы «Суть дела» было в эфире Абхазского телевидения. Несколько программ мы посвятили обсуждению проблем бизнеса в республике. Нашли людей, которые, вопреки мнению некоторых скептиков, считающих, что в Абхазии средний бизнес не может развиваться, наладили здесь собственное дело. Например, Юрий Майзель в Гульрипшском районе занимается выращиванием сельхозпродукции. Я предлагаю вам посмотреть отрывок из репортажа, который мы там сняли. Компания «Наш продукт» заработала в Гульрипшском районе в конце прошлого года. Уже высажены несколько гектаров цветной капусты и салата. По словам руководителя проекта Юрия Майзель, Гульрипшский район по своим климатическим условиям идеально подходит для развития сельского хозяйства. Район знаменит тем, что здесь в советские времена вело сельское хозяйство. Все эти земли, они дренированы. То есть в этих землях закопаны дренажи, и влага, которая поступает, она дренирует и уходит. Это для производства сельхозпродукции очень полезно. Это очень важно. Вот. Сами по составу в себе земли хорошие. Здесь далеко горы, близко море, вот это равнина. В общем, все условия созданы для того, чтобы заниматься сельскохозяйством. Природа позаботилась об этом. Поэтому я считаю, что руководство идет навстречу во всех вопросах, нам во всем помогает. Чтобы продукция, выращенная в Абхазии, выдерживала конкуренцию на внешнем рынке, нужны особые подходы при производстве. К примеру, вместо химикатов для обработки саженцев здесь стараются использовать биологические средства борьбы с вредителями. Такой продукт смело можно назвать экологически чистым. Опрыскиваем и обрабатываем всегда фитопатологическими средствами, которые изготовлены из трав, из разных растений. И пока у нас все получается, и идем вперед. Помимо овощеводства в районе успешно развиваются цитрусовые хозяйства. О том, как быстро окупятся эти проекты, сказать сложно. Все зависит от спроса и условий рынка. Но несомненно то, что сельское хозяйство, всегда занимавшее главное место в экономике района, до сих пор одно из самых перспективных. В условиях, когда в стране титульная нация переживает сложные демографические процессы, говорили мы и о важном для республики процессе репатриации и возможностях для сохранения родного языка. Аха, абри сари сусцам хазамнероп, абри ишурху ипш аядзара хукоджа, инени иqazirgi qalоит избанзар, шимбо яха ими пахгазакцича, ачар изаз маджцам ишбабнас итурхич корреспондентша, рызиги хейла гылаз урусшвлакун шечежус. Арах акции убас гуац пахерала изнит. Арженерала Курдзейтер, Чебергниайт, и Маджзимгва, Хабришхату безшазара, Шушпазнива Шразар, Разигургу забывает. А Хала Чажит Зубшимбо, Хала Чажит, Цезахана, безша Гублрах Круп, а безша Гублрадеги, Зухнуджамта за Восквиана, Гуд безша Гругару.
абри абзшагурагара зиги хамам шсгуяна гудза. Усома? Али прикаку. Насайсым дурзе? Маму. Ишпага сухчу. Папа, еп. Ой, Настя, хапша, питай тебе. Браю, кума. Мама, пасибошко. Игу я лошала. А той ходуне даю собаку. Вала, Несколько выпусков программы «Суть дела» мы посвятили работе благотворительных фондов. Несмотря на то, что в республике статус благотворительных имеют много организаций, реальной деятельностью занимаются лишь единицы. Одним из таких положительных примеров является фонд «Азхара». Помощь от него получили десятки многодетных семей. жлари дреиду калузер уртер хапхезаре гидарадзе ирацоп харахайпш демография проблема драрабхе зензиге юкгаладзаме хаб ариапсва хайпш абстбара рацшанас уюза проблема гиримадзем насушнызки миллионцем ахазагекоп ахштортевнуун ташалак насваге апара рацшаны цота памперско урт хапхезаре рацшала яухороп ахшко Чкорфетква убрезен проблема рацшаны чертот хочедни лагамштих убряпара гинастира гирохоп хочекжерейра цхраб хаубриоп хоккасе хамаз хараханабки. Говорили мы и о важных для страны темах, таких как работа службы судебных исполнителей и состояние налоговой системы. На основании поручения президента Министерством экономики была разработана концепция налоговой реформы, которую мы по основной части поддерживаем. Мы тоже считаем, что налоговую систему надо упрощать, надо менять режимы налогообложения. Часть из этих реформ уже представлена в виде законопроекта в парламент. Это закон о патентной системе налогообложения и закон о спецналоге. Закон о спецналоге в оставшейся части связан с необходимостью введения закона о патентной системе налогообложения. В будущем он может быть видоизменен, реформирован. Но могу сказать свое личное видение в данном вопросе. Нам сперва надо концептуально определиться с видением будущей налоговой системы вообще. То есть налоговой модели. Какие виды налогов мы хотим принимать у себя, какие налоги мы хотим платить, а какие нам непонятны. Но очень много идей, в том числе от Министерства экономики, возможно перенимать опыт сопредельных государств. Ну и, конечно, мы не обошли стороной темы, которые будоражили общество. Энергетический кризис, ситуации на дорогах и участившиеся случаи ДТП. Причина происшествий, участниками которых становятся у нас пешеходы, не всегда являются автолюбители. Чаще всего и происходит и по вине пешеходов. Как будет работать ГАИ в новогоднюю ночь? Новогоднюю ночь сам лично буду нести дежурство по республике. У нас будет личный состав в усиленном режиме нести круглые сутки. Все новогодние праздники, не говоря только о новогоднюю ночь. Максимально все силы будут просто насколько на то, это возможно, порядок. да. Почему? Потому что у нас, мы знаем, да, как народ любит горячо отмечать данный праздник. Несколько выпусков «Сути дела» мы посвятили проблемам институтов демократического общества, правам человека и детей, говорили и о свободе журналистики. Жидкость, чтобы превратиться в кристалл ледяной, сначала какие-то молекулы должны в маленькие кристаллики превращаться. Невозможно сразу все изменить. Поэтому, мне кажется, здесь запрос общества есть на профессиональные, честные правоохранительные органы. Но здесь нужна наша настойчивость, последовательность и никакой толерантности к несоблюдению закона даже в мелочах.
То есть здесь необходимо, чтобы мы понимали, что если маленькая вот эта молекула, да, вот какое-то нарушение с тем же ДТП и так далее, если мы будем закрывать глаза на незаконные действия даже в мелочах, это неизбежно приведет и к большим нарушениям закона, и к абсолютному недоверию к правоохранительной системе. Говорили мы и о приятном, о традиционной абхазской свадьбе. Попытались разобраться, что собой представляет эта церемония в настоящее время. Хочу показать вам небольшую инфографику о том, вообще сколько в среднем обходится абхазская свадьба. И о других аспектах вот проблемы поговорим. Да. Обходится в среднем 50 тысяч рублей, плюс другие атрибуты. Обувь, фата, прическа и макияж, букет невесты. В итоге получаем сумму в размере 70 тысяч. На костюм жениха и необходимые атрибуты уходит в среднем около 20 тысяч рублей. Аренда помещения для торжества обходится молодоженам в 150 тысяч рублей, в 5 раз больше, а это около 700 тысяч тратят на свадебное меню. Отдельно заказывают оформление зала, где будет проходить свадьба. Немало средств уходит на развлекательную программу, фото и видеосъемку. Ну и, конечно, свадебный торт. Его минимальная стоимость 20 тысяч рублей, а максимум может достигать аж 200 тысяч. Все зависит от желаний и возможностей заказчика. В общем, если приплюсовать все эти расходы, прибавить к ним стоимость золотых украшений, которыми обмениваются не только жених и невеста, но и близкие родственники молодоженов, мы получим сумму более 1 миллиона рублей. После войны, вот той жестокой войны, отечественной для нас, конечно же, у нас очень много резко изменилось. Когда мы говорим о традиционной абхазской свадьбе, ведь это не значит, что там заимствованного ничего нету. Как раз-таки очень много, но они становятся, вот из-за того, что медленно и естественно вливаются, они становятся частью этой культуры. Но вот этот процесс, опять почему я говорю, вдруг начинается, знаете, как вот я очень извиняюсь перед публикой, но типа модно становится. Бросается в глаза. Да, бросается в глаза вот броскость, вот это вот какая-то необоснованная роскошь. Но вместе с тем, конечно, особенность тоже есть. Нашими гостями в студии были не только чиновники, но и люди, компетентные в тех или иных вопросах. Экономисты, ученые, предприниматели. Словом, люди, чье мнение и знания могли повлиять на решение проблемы. Граждане Абхазии могут осуществить беспрепятственно переписку со своими близкими, родными, находящимися за пределами Республики Абхазия, также и внутри Абхазии. Как мы увидели в сюжете, наш курьер все-таки перестанет на своих руках, на тачке переносить всю эту переписку через границу. Сегодня наши депеши пойдут уже официально транспортом, который будет досматриваться на таможенном КПП ПСО, соответственно, и дальше поступать в Сухум во временный пункт обработки переписки и дальше уже по республике, по существующим райузлам связи, которые сегодня выполняют функции почтовых отделений. Почтовыми услугами часто пользуются люди, которые ведут деловую переписку, и для них очень важна скорость предоставления этих услуг. В этом смысле как будет работать почта? Я официально заявляю, что срок доставки намного сократится. Прошлый год был сложный, много разных событий было в 2017-м. Давайте с оптимизмом смотреть в будущее, и я думаю, Новый год будет добрее для нас всех. Я желаю всем нашим телезрителям встретить Новый год в хорошем настроении и поздравляю вас всех с наступающим Новым годом.